На очередном совещании членов Комитета по экономической политике, агропромышленному комплексу и экологии под председательством Сергея Павлова были рассмотрены два вопроса. Первым на рассмотрение был вынесен проект государственной программы «Экономическое развитие Чувашской Республики». Озвучены основные ее положения, которые включают в себя 6 подпрограмм. Все они направлены на активное развитие экономики региона. Реализация программы будет осуществляться в 3 этапа. Первый этап 2019-2025 годы, второй этап 2026-2030 годы, третий этап 2031-2035 годы. В рамках первого этапа будет продолжена реализация ранее начатых мероприятий, направленных на развитие экономического и инвестиционного потенциала Чувашской Республики, а также планируется выполнение проектов в рамках национальных проектов малого и среднего предпринимательства и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы. Вопрос о реализации инвестиционного проекта по созданию агропромышленного комплекса Чувашия-Сичуань был подробно раскрыт председателем Кабинета министров Чувашской Республики, министром сельского хозяйства Сергеем Артамоновым. В ходе рассмотрения парламентариев интересовали сроки реализации проекта, виды и направления деятельности организации. Докладчик отметил, что планируется инвестировать в республику порядка 10 миллиардов рублей. Деньги пойдут на реализацию проектов по растениеводству, молочному животноводству, переработке молочной продукции, а также на разведение крупного рогатого скота мясных пород и переработке говядины. В первый этап проекта входит общая сумма инвестиций первого этапа порядка 5,6 миллиардов рублей, общая площадь земли около 5000 гектаров, в том числе более 3000 гектаров земельных участков для разведения 4000 голов молочных пород крупного рогатого скота, около 2000 гектаров земельных участков для разведения 2000 голов мясных пород крупного рогатого скота. Запланировано строительство убойного цеха мощностью 50 тысяч голов в год, завода по производству молочной продукции мощностью переработки до 100 тонн молока в день, завода по переработке овощей мощностью 22 800 тонн в год, хранилищ и складов. Как отметил Сергей Артамонов и его поддержали, реализация указанного проекта позволит решить вопросы переработки молочного сырья, обеспечения местного населения дополнительными рабочими местами, и это будет способствовать росту благосостояния населения региона в целом. Марина Баринова, Вениамин Григорьев, Павел Павлов, Чебоксары.